Андрея Кобелева с юмором отреагировал даже на вопрос о слухах. Тренеры обычно не любят такие вопросы. Ну и мы смотрим самые интересные фрагменты этого матча. Вот эпизод, который был в начале игры, когда выручил свою команду Сергей Веремко после дальнего удара. Затем действительно Андрей Кобелев абсолютно прав. Много моментов у самарской команды в первом тайме. Иван Таранов в штангу попадает ударом со штрафного. Ну а решающим обстоятельством в этой игре становится замена, которую Андрей Кобелев провел в перерыве. Появился на поле Павел Яковлев, и вот посмотрите, к чему это все привело. Вроде момент уже был доигран. И посмотрите, не глядя на ворота, Павел Яковлев наносит потрясающий удар. Мяч попадает в штангу и оказывается в сетку. Естественно, что Будаков ничего подобного ожидать не мог. И вот так самарцы забивают победный гол. Там весь стадион поднялся на ноги. И вот ответ нальчикского «Спартака», тот момент, о котором в интервью говорил Сергей Ташуев, когда Голич сделал все хорошо, кроме того, что забыл пробить поворотом в супервыгодной ситуации. Вот, собственно, и все. Дальше Самара сумела навязать борьбу на чужой половине поля. Не позволила нальчикскому «Спартаку» проводить какие-то осмысленные атаки. И в итоге одержала свою первую победу в 2012 году. «Спартак» из Нальчика все 3 матча проиграл. Остается на предпоследнем месте, но он бы там оставался при любом исходе этой встречи. Ну и учитывая, что следующий матч опять выездной, я думаю, что Сергея Ташуева ждут не самые приятные сейчас деньки. Команду нужно возвращать в рабочее состояние. А как это делать после 3 поражений подряд? Ну, впрочем, он тренер опытный, он разберется. Для вас эту игру комментировал Алексей Андронов. Спасибо Даниле Рыбалко, всем остальным коллегам. Действительно хорошее поле для этого времени года, во всяком случае зеленое. Ну и надеюсь, что на следующей игре в Самаре болельщиков будет больше. Счастливо, смотрите Сагаз, чемпионат России на НТВ+.